Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам! Вас приветствует Чечен-синдром. Друзья, сегодня мне хотелось бы вам рассказать о необыкновенном случае, который произошел на Пулковских высотах, под Ленинградом, в 1943 году и который описал в своем рассказе писатель, участник Великой Отечественной войны Евгений Виноградов из города Кисловодск, со слов известного чеченского писателя и участника Великой Отечественной войны Зияудина Абдулаева, командира орудийного расчета сержант Масуд Апаев. К сожалению, фотографию этого героя мне так и не удалось найти в сети. Призванный в армию из Чечни и Ингушетии, на окраине Ленинграда, в одном из полуразрушенных домов нашел патефон. Среди пластинок оказалась запись лезгинки чеченского композитора Умара Димаева. Звуки лезгинки напомнили Джигиту «Родные горы», районный дом культуры, где он получил премию за исполнение народного горского танца. Он прихватил патефон, а в минуты затишья весь расчет слушал музыку Кавказских гор. Однажды орудие сержанта Апаева было тщательно замаскировано на танкоопасном направлении. В блиндаже не разрешалось не только громко разговаривать, но даже курить. Батареи артдивизиона вели огонь по противнику, а орудие Апаева ожидало своего часа. Вдруг связист при расчете снял наушники. Лицо его сияло. Он сообщил: «Наши войска на Северном Кавказе одержали крупную победу. Фашистские войска отступают. Освобожден Ростов. Кавказ свободен». Масуд не выдержал. Закричал: «Ура!», завел патефон. Над позицией раздались звуки лезгинки. Масуд выскочил из блиндажа, затем оказался на бруствере. Во весь голос закричал «Асса!» и пустился в бешеной пляске утаптывать снег над бруствером. В это мгновение, рискуя жизнью, презирая смерть, которая могла его настигнуть в любую секунду, он торжествовал, бросая вызов врагам Родины, презирал их. «Кавказ освобожден!» — кричал он. «Мерзавец! Сумасшедший! Сволочь!» — кричал командир батареи. Обнаружил пушку. «Арестовать! Под трибунал!» Противник почему-то молчал. И вдруг, из глубины немецкой обороны, заговорил мощный репродуктор. «Ахтунг! Ахтунг! Внимание! Внимание! У русских не выдерживают нервы. Русские сходят с ума». Так фашистская пропаганда комментировала поступок смельчака, бросившего врагам вызов. Сержанта арестовали под конвоем, привели к командиру артиллерийского полка. Выслушав доклад командира дивизиона о произошедшем чрезвычайном происшествии, вопреки ожиданиям, командир полка подошел к Масуду Апаеву, обнял его, расцеловал и сказал: «Молодец, герой, хорошо танцуешь. Я все видел. Смерть презираешь. Фашистов презираешь. Пусть знают, плевали мы на них, скоро конец им будет». И, обратившись к адъютанту, заметил: «Заполните на сержанта Апаева наградной лист за мужество и беспримерную храбрость представить к ордену Красной Звезды». А вот и сам герой, закончил рассказ писатель. Скромничает, сидит на диване, и вроде это его не касается. Сидящий на диване пожилой ветеран с колодками на пиджаке, услышав, сказал: «Молодой был, дурной от радости, что мою родину освободили. Чуть под трибунал не попал, а лезгинку я до сих пор люблю танцевать, особенно на свадьбах». Друзья, ну а на этом все. Если вам понравилось, не забываем про лайк. С вами был Чечен-синдром. Всем мира и добра и до новых встреч.